Дорогие друзья, добрый вечер. Ультиматум ингушских старейшин передан в администрацию президента. Делегацию принял лично начальник отдела по работе с общественностью, вернее с обращениями граждан. И таким образом мы с вами стоим перед фактом, что скорее всего информация до Путина будет доведена. То есть он эту информацию получит. Итак, согласно сайту «Кавказский узел», в обращении три требования. Первое – это отставка Евкурова. Второе – это аннулирование сентябрьских соглашений с Чечней по новой границе, согласно которой 10-я часть Ингушетии переходит к Чечне. И третье – это возвращение пригородного района, находящегося в Северной Осетии, в состав Ингушетии. Напоминаю, что в пригородном районе до депортации 1944 года компактно и традиционно проживали ингуши, но после возвращения, после того, как ингуши были депортированы, там никто не жил, эти территории были переданы Северной Осетии и до сих пор находятся на территории Северной Осетии. Итак, вот три таких требования. Да, это отставка Евкурова, это отмена сентябрьских соглашений по новой границе с Чечней и это возвращение пригородного района, который традиционно является ингушским. Итак, все это президент получит. Все это получит, все зарегистрировано. До президента доведут. Это 100%. И нам нужно ждать реакции президента. Вот мой прогноз, какая будет реакция президента. При условии, что будет в этом году старая политика, да, что ничего не изменится, что будет тот же президент, что президент будет действительно Путиным, да, что это будет Путин на самом деле, а не там кто-то вместо Путина. Я думаю, что Путин никакие территории переделывать не будет, никакие границы переделывать не будет. Все останется так, как решили в Москве, так, как решил Конституционный суд в Санкт-Петербурге. То есть границы останутся, те, которые есть сегодня. У Путина есть только один маневр. Он может убрать Евкурова. И он его уберет. Но Евкурова Путин убрал бы и так. Поэтому, по сути, делегация ингушская, она ничего не получит. То есть будет, возможно, высказано какое-то уважение, возможно, будут приняты старейшины, возможно, я не знаю. Может быть, не Путиным, а кем-то из его приближенных. То есть какой-то акт уважения в отношении Кавказа, в отношении ингушей, возможно, будет. Это было бы логично. Вот. Но Ингушетия ничего нового не получит. Единственное, что может сделать Путин, это убрать Евкурова, и он его уберет. Он бы его убрал и так, потому что Евкуров компрометирует Единую Россию, его рейтинг низкий, к нему много претензий, народ бунтует, он компрометирует лично Путина, поэтому Евкурова бы убрали и так. Его уберут без всяких требований. Вопрос об этом уже решен, это 100%. Но внешне будет выглядеть, да, вот со стороны будет выглядеть так, что пришла делегация из Ингушетии, попросили переделать границы и убрать Евкурова. Границы не переделали, а вот Евкурова убрали. То есть что-то Москва сделала. На самом деле Москва не сделает ничего. По решению этого вопроса, вот именно по тем ультиматумам и просьбам, которые были высказаны в отношении Москвы и Путина, Москва и Путин не сделают ничего. Такая моя точка зрения. Возможно, я заблуждаюсь. Но вот если исходить из той логики правления Путина, которая была в прошлом году, в позапрошлом, в другие годы, то я думаю, что будет именно так. Потом, последний момент. Сайт «Кавказский узел», который я время от времени просматриваю. Вот он дал, кстати, эту информацию. И там была интересная фраза, да, вот она очень такая кавказская. Эта фраза, я на нее хочу обратить внимание, что, Ахмед Барахаев, насколько я так понял, возглавлял эту делегацию.
Это член Ингушского комитета национального единства, знатный, уважаемый человек. Вот, и он лично, его сподвижники были приняты лично начальником департамента по работе с обращениями граждан администрации президента, на что указывает сайт «Кавказский узел». Да? Аж, то есть, вот смотрите, подтекст какой, да? Вот это вот у меня вызвало вообще улыбку, да? Что Ахмед Барахаев был принят аж начальником департамента по работе с обращениями граждан. Уважаемые друзья, это на самом деле это очень маленькая должность. Это вот нужно понимать, что здесь никакого акта уважения нет. Вот вы должны понимать и давать себе отчет, что вот когда Путин примет лично старейшин Ингушетии, вот это будет действительно знак уважения в отношении Ингушетии. А вот то, что вот этот вот начальник департамента по работе с обращениями принял Ахмета Барахаева и делегацию и аж полчаса их слушал, понимаете, и этим восторгается сайт «Кавказский узел», но это смешно. То есть, значит, вы просто не понимаете, что происходит на самом деле. Если вы думаете, что вот это вот какая-то подвижка, что это вот акт какого-то уважения, нет, ничего подобного. Поэтому будем смотреть, что будет дальше. Я надеюсь, что все-таки президент примет ингушскую делегацию, именно делегацию старейшин, то есть наиболее уважаемых людей Ингушетии, оказав тем самым вот именно почтение не просто старикам, а всей республике. Вот, и какие-то вопросы он все-таки начнет решать. Потому что не решать те вопросы, которые сегодня накопились на Кавказе, в частности в Ингушетии, накапливаются постепенно в Чечне и в Дагестане. Эти вопросы требуют тщательного, кропотливого, пунктуального и очень тонкого ручного управления. И если этим сейчас не заниматься, если этим не будут заниматься люди, занимающие высшие должности, то все может закончиться очень плачевно. Спасибо за внимание.